Я направляюсь на встречу с двумя членами полностью женской команды спецназа СВАТ уйгурской автономии. Это первый раз, когда иностранцу разрешили войти в команду спецназа СВАТ. Я видела несколько репортажей о женщинах в командах СВАТ, но это была первая или единственная женщина в команде спецназа. А вот полностью женская команда спецназа СВАТ – это необычное дело. Именно это вызвало мой интерес. Как бы вы описали жизнь в казарме? Обычно мы находимся на дежурстве. Мы живем на 5-м этаже. С особого разрешения мы вошли в отдел команды спецназа СВАТ. Офицеры женской команды спецназа СВАТ живут в этом здании. Это моя комната, а та — ее. Можете войти. Достаточно просторно. Да, это немного напоминает мне времена учебы в университете. Довольно просторно. Ли Вэй, китаянка, является заместителем командира женской команды спецназа Урумчи. Она офицер, сержант 2-го уровня, работает полицейским уже 11 лет. Каково ваше состояние? Ведь вы должны быть в режиме ожидания 24 часа, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, всегда быть готовыми каждый день. Да, это так. Когда мы на дежурстве, то мы действительно всегда готовы в любой момент выехать, поэтому все снаряжение всегда полностью готово. Как только слышим сигнал тревоги, сразу выезжаем в состоянии полной готовности. Вы не нервничаете? Хотя бы немного? Нет, не нервничаем. Да, потому что уже привыкли, тренировались долгое время. Раиля, уйгурка, она уже 6 лет офицер полиции, а сейчас сержант 4-го уровня. Вы никогда не задумывались о такой рискованной работе? Я думаю, что в любой профессии в любой момент можно оказаться в опасной ситуации, но мы, благодаря ежедневным тренировкам, наш общий профессионализм повышается, и мы можем достаточно уверенно реагировать. Это так называемый профессионализм, я думаю. Здесь вся ваша форма, которую вы ежедневно носите. А есть какая-нибудь другая одежда или вещи? Средства для макияжа, например. Да, есть. В шкафу. Все выглядит очень чисто, включая книжные полки. Видите, женская косметика, все здесь. Этого у меня много. Здесь все оттенки губной помады. А я думала, что вам косметика запрещена. Я удивлена, вы носите сережки. Да, на гражданке. Наша форма и гражданская одежда находятся здесь вместе. Когда мы отдыхаем, мы переодеваемся в гражданское. Мы такие же, как обычные девушки, просто когда мы на дежурстве, мы полицейские, но на отдыхе мы обычные люди. Ли Вэй окончила юридический факультет университета, а Раиля раньше была бухгалтером. Они обе прошли государственную аттестацию в полиции и были приняты в женскую команду спецназа СВАТ. Эта команда состоит из представителей разных национальностей и разных профессий. В координационной команде, в тренировочном зале другого здания, сотрудники тренируются ежедневно. В любом случае, в противостоянии с большей силой мы точно не сможем победить силой. Поэтому мы используем технику. Тогда силой в 200 граммов можно отвести 500 килограммов. Устрашают не только эти приемы, но и твой голос. Ты передаешь сигнал «Я очень силен, и я тебя не боюсь». Вау, еще и техника, потому что они знают, как остановить нарушителя. Да, возможно, когда они передают этот сигнал голосом, это для преступника является самым трудным.
На самом деле, при обычном наборе у меня был проходной уровень, но после зачисления этот проходной уровень нужно было постоянно тренировать, чтобы подняться с проходного уровня до среднего, хорошего и даже отличного, а затем каждый день тренироваться, бегать, чтобы улучшить свои результаты и становиться лучше и лучше. Когда я только пришла в отдел общественной безопасности, моя физическая форма была не очень хорошей. Особенно мои упражнения на пресс. Я отлично помню, что сначала я даже не могла сесть, не могла подняться. Благодаря тренировкам и настойчивости я стала понемногу увеличивать свои показатели с нуля, с проходного до хорошего, затем до отличного. Я считаю, что это также является жизненным опытом и накоплением навыков. Ли Вэй и Раиля очень сильны в стрельбе. Они очень метко стреляют. В день нашего приезда у них не было тренировки по стрельбе, потому что они были на задании, но это видео дает нам представление об их ежедневных тренировках. Вы выбрали эту профессию. К чему вы стремитесь? В чем вы видите ее ценность? Я считаю, что моя цель в том, чтобы добросовестно и с полной отдачей выполнять свою работу. Эта работа очень важная и трудная, но делать ее хорошо каждый день — это уже большое достижение. Ли Вэй и Раиля пригласили меня попробовать еду в их столовой. Говорят, эта столовая лучшая во всей системе общественной безопасности Урумчи. Во время нашего разговора я узнала, что их мужья тоже полицейские, и им очень трудно заботиться о своих семьях. Сегодня они на задании, так что сейчас они переодеваются, готовясь к вечернему патрулированию. Все, поехали на задание. Пока-пока. Это был мой первый разговор с действующими сотрудниками женского спецназа СВАТ, и я смогла увидеть их будни, увидеть их жизнь изнутри. Но, когда видишь их в форме, как они идут по коридору, я увидела совершенно других людей, другой характер. Этот мгновенный переход, я думаю, связан с их ответственной работой по обеспечению безопасности города.